В эфире информационный выпуск Амши Ушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С рабочим визитом президент Рауль Хаджимба принял замсекретаря Совбеза России Рашида Нургалиева. На верность родине абхазские курсанты российских военных вузов приняли присягу. Движение будет восстановлено к утру 21 августа. Река смыла старые опоры моста в Черниговке. 20 августа президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашидом Нургалиевым, прибывшим в Абхазию с двухдневным рабочим визитом. Президент поприветствовал Рашида Нургалиева. Интенсивность, которая существует на сегодняшний день по работе и по вопросам безопасности, и по вопросам экономической тематики, финансовой помощи, она так или иначе нарастает. И нельзя не заметить то, что ситуация и по границе, по реке Ингур совершенно стала другой. Я уверен в том, что альтернативы этому нет. Для нас важно то, что по большому счету многие процессы, которые складываются в последние годы, они способствуют развитию нашего государства. Рашид Нургалиев выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство нацелено на интенсивное развитие обоих государств, а также поздравил президента с приближающимся днем международного признания независимости Республики Абхазия. Действительно большой праздник. Я хотел бы поздравить вас, как президента страны, ваш народ с этим праздником. Пожелать добра, здоровья, удачи во всем, дружеских связей, более укрепляющих, наверное, возможностей с точки зрения еще оценки многих вещей, которые прошли за эти 10 лет. Во встрече также принимали участие секретарь Совета безопасности Республики Абхазия Мухаммед Килба и посол России в Абхазии Алексей Двинянин. Еще до встречи с президентом Рашид Нургалиев побывал в селе Приморское и осмотрел территорию склада боеприпасов Министерства обороны Абхазии, где год назад произошел взрыв. Сейчас здесь сотрудники международной организации Hello Trust продолжают работы по поиску неразорвавшихся снарядов. В течение года на площади более 1200 квадратных метров саперы нашли и обезвредили более 24 тысяч единиц взрывчатых веществ. По словам главы администрации села Приморская Анзора Сакани, из 13 домов, полностью разрушенных в результате взрыва, 11 уже отстроены. Хозяева двух оставшихся домовладений, получив денежную компенсацию, изъявили желание самостоятельно восстанавливать свои дома. В поездке Рашида Нургалиева сопровождали секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба, министр внутренних дел Гари Аршба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин. В ходе рабочего визита в Абхазию заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев посетил Сухумский физико-технический институт, где ему рассказали о работе института и показали приборы прямого преобразования тепловой и ядерной энергии в электричество. Некоторые детали данных приборов были сделаны именно в СФТИ. Затем делегация посетила объект Министерства обороны Абхазии «Маяк». К вечеру прошло совещание у секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Мухаммеда Килба. Мы ежегодно подписываем план взаимодействия аппаратов Совета безопасности Российской Федерации и Республики Абхазия. Есть ряд вопросов, которые мы на сегодняшний день в рамках своего бюджета и своими возможностями закрыть мы не можем, которые касаются в первую очередь безопасности нашего государства, наших граждан, безопасности региона и будущего как Абхазии, так и Российской Федерации. Вот в рамках этого мы наметили ряд объектов, которые вызывали интерес, необходимость именно помочь этим предприятиям, в том числе и научного характера. Потенциал огромен. К счастью, как говорится, за 26 лет мы этот потенциал сохранили, его надо развивать, чтобы это было востребовано, чтобы были те организации, которые могли бы потреблять то, что здесь наработано, то есть найти заинтересованные ведомства в Российской Федерации, которые могли бы финансировать и помогать развитию наших предприятий.
У мемориального комплекса в парке Славы в Сухуми состоялось торжественное принятие военной присяги 56 курсантов учебного центра при Министерстве обороны, которые поступили в высшие военно-учебные заведения России. Среди них есть и девушки. Сария Смыр пообщалась с курсантами. 56 курсантов учебного центра, созданного при Министерстве обороны, совсем скоро отправятся на учебу в различные военные вузы России. В течение 5 лет абхазские курсанты будут обучаться в военных вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Самары, Благовещенска и других городов России. По словам начальника учебного центра Минобороны Андрей Барцыц, после успешной сдачи экзаменов по приказу Министерства обороны Абхазии личный состав был зачислен в учебный центр Минобороны. И сегодня вы видите результат. Все курсанты подготовлены на должном уровне и готовы для учебы. Они все направлены в различные военно-учебные заведения, такие как Московское высшее общевойсковое командное училище, Дальневосточное танковое высшее общевойсковое командное училище, то есть военный университет город Москвы. То есть в рамках соглашения между двумя странами, Российской Федерацией и Республикой Абхазия, данные курсанты будут обучаться в стенах прославленных академиях Российской Федерации. Позади у этих молодых ребят и девушек только первый этап обучения. В течение 3 недель они проходили курс молодого бойца в Министерстве обороны, изучали основы строевой подготовки, уставы, оружия. Словом, ударными темпами втягивались в армейскую жизнь. Виктор Гвинджи, будущий студент Питерской военной академии, говорит, самое сложное на первом этапе – втянуться в распорядок. Поступил в город Питер на специальное строительство уникальных зданий и сооружений. Решил идти по стопам своих предков. Мой дедушка был полковником. И в связи с этим я решил выбрать эту профессию. После принятия присяги состоялся митинг с участием руководства Министерства обороны, родителей и друзей курсантов. Поздравляя студентов, первый заместитель министра обороны Абхазии Беслан Цвижба говорил о большой ответственности, которая легла на плечи будущих защитников Отечества. Руководство Министерства обороны возлагает на вас большие надежды на то, что вы будете учиться прилежно. Дисциплина будет на высоком уровне. Пройдет время, закончится учеба, прибудьте, и вы будете распределены в воинские части и подразделения для прохождения военной службы. Время быстро пролетит, но за время учебы будет тяжело. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Среди общего числа курсантов 5 девушек. Они поступили в военные вузы Питера и Москвы. Будущая студентка Московского училища Диана Гунба признается, она с детства мечтала получить военное образование. С военным распорядком Диана знакома не понаслышке. Отец девушки Отгур Гунба всю свою жизнь посвятил служению Родине. С одной стороны, конечно, хочется уехать, отучиться, чтобы я была квалифицированным специалистом. Но не хочется уезжать, потому что здесь родители, здесь семья, здесь друзья. После учебы я обязательно сюда вернусь и буду работать здесь. После окончания учебы все курсанты вернутся на родину и пополнят ряды защитника Отечества. Сария Смыр, Тимур Гуглохия, Абхазское телевидение. 22-23 августа в Сухуми пройдет международная конференция на тему «10 лет признания. Итоги и перспективы», организованная Министерством иностранных дел Абхазии. В рамках конференции будут работать 6 круглых столов. Роль первого президента Республики Абхазия в становлении государственности, Абхазия в контексте современных угроз и вызовов, аспекты культурного и гуманитарного взаимодействия Абхазии с современным миром, диаспоральный ресурс Республики Абхазия, межпарламентское сотрудничество и парламентская дипломатия, экономические, политические и социальные аспекты взаимодействия России и Абхазии. В ходе международной конференции состоится презентация международного движения «Про Абхазия», неформального общественного объединения, способствующего распространению объективной информации о республике.
Мост через реку Мачара в селе Черниговка был поврежден в результате ливневых дождей в ночь на 18 августа. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия «Абхазберегозащита». Как сообщил директор госпредприятия «Абхазберегозащита» Игорь Казанба, из-за резкого повышения уровня реки часть моста была разрушена. Движение по нему сейчас полностью перекрыто. По словам Казанба, на данном этапе специалисты приступили к расчистке русла реки и укреплению опор моста. Временное движение будет восстановлено к утру 21 августа. В сообщении отмечается, что все работы предприятия осуществляют по поручению руководства республики в экстренном порядке. К завтрашнему дню, в середине, к вечеру, движение будет восстановлено по временной схеме, и мы приступим к восстановлению опоры, и, соответственно, все пройдут мероприятия для открытия нормального движения по данному мосту. Разрушение произошло из-за того, что во время строительства моста, мост относительно новый, было принято строительное решение, что на разрушенной старой опоре моста, которая была подмыта и утонула, как говорят, на своем месте, возвести новую. Но в результате тропических линий и резкого поднятия воды старая опора опять была подмыта, и теперь необходимо возведение на серьезном свайном основании ростверка и, соответственно, опоры, чтобы никакие такие непогодные условия не повлияли на функциональность данного моста. Президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Тамила Мирцхулава на пресс-конференции в Сухуми рассказала о своей двухдневной рабочей поездке в КНДР по приглашению президента ТПП этой страны Рюхен Чхора. Тамила Мирцхулава сопровождала начальник управления внешних связей и инвестиций ТПП Республики Камат Свижба. Об итогах встречи в репортаже Ренаты Шакая. 14 августа состоялась двухсторонняя встреча президента ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава с президентом ТПП КНДР Рюхен Чхор. Представители ТПП Абхазии презентовали буклеты, в которых были представлены экономические, инвестиционные и туристические потенциалы нашей страны. По словам Тамила Мирцхулава, презентация вызвала большой интерес участников встречи. Стороны отметили важность первого этапа развития двухсторонних торгово-экономических отношений. Мы подписали официальное соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое, как я считаю, станет положительным шагом для развития и расширения торгово-экономических отношений между бизнес-сообществами Абхазии и КНДР, учитывая, что товарооборот на сегодняшний день существует между двумя республиками, и только за 2017 год товарооборот составил почти 5 миллионов рублей, а за первое полугодие, даже за первый квартал текущего года товарооборот составил почти 2 миллиона рублей. КНДР выразили желание скорейшего перехода из представительских отношений в партнерские. Как отметила Тамила Мирцхулава, на встрече обсуждались различные вопросы взаимодействия, от экономических до научно-практических связей. Прорабатывались планы создания совместных предприятий в Абхазии по переработке сельхозпродукции. То есть рассматривался вопрос и касательно создания совместных предприятий в Абхазии, то есть это создание производств по переработке сельхозпродукции, тех же экзотических фруктов, то есть на базе абхазского сырья. Было предложено рассмотреть возможность экспорта абхазского вина в КНДР, обсуждались вопросы его поставки. Вопросы реализации абхазского вина на дистрибьюторской основе в КНДР. Делегация из Абхазии в рамках поездки также посетила ряд предприятий, в том числе одно из самых крупных по производству кафеля. Как отметила президент ТПП Абхазии Тамила Мирцхулава, до конца текущего года делегация Торгово-промышленной палаты КНДР посетит Абхазию с официальным визитом. Им будет предоставлена площадка для презентации северокорейской продукции. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Вторник, 21 августа, объявлен праздничным нерабочим днем Курбан-Неха. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Республики Абхазия Геннадий Гагулия. Глава правительства также подписал распоряжение, в соответствии с которым 1 сентября, суббота, объявляется рабочим днем. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. Как поясняется в сообщении, 9 марта, пятница, являлся нерабочим днем. В связи с этим рабочий день с 9 марта был перенесен на 1 сентября. Сейчас о погоде.
По сообщению Гидромедцентра, во вторник и в среду в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. В среду вечером местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 26-31 тепла. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.